наши дни, но что не год. Куда бы жизнь не повернула, влево, вправо, день этот скорбной датою войдет. Его предать забвению мы не имеем права. Какие б даты жизнь не приносила, но этот день, как боль, в сердцах живет. В июне вспоминает вся Россия. 22-41 год. Тут ужас вряд ли передашь словами, а испытать не дай бог никому. Дома и нивы пожирало пламя, а солнце жирным плавилось в дыму. Под мирным небом дорогой отчизны должны мы свято в памяти хранить солдат, в боях отдавших своей жизни, что продолжалось нашей жизни нить. Добрый день, уважаемые ветераны, жители Бескудниковского района, дорогие ребята и гости нашего города. Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал прадед, дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы рассказываем из поколения в поколение об их светлом подвиге, чтим их память. Передаем дедовские медали и о каждой из них рассказываем о них в своих семьях. Это за мужество, вот это за отвагу. Это наша история, история нашей семьи, история нашей страны. Войну мы вспоминаем не за тем, чтоб лишний раз победой похвалиться. Мы просто заклинаем всех и вся. Подобное не может повториться. Нет, 22 июня. Эту скорбную дату мы отмечаем как День памяти. День гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война. О тех, кто, не пожалев жизни, не вернулся с кровавых полей, сражений за свободу и независимость Родины. Самая короткая ночь России, ночь мужества, воли, бесстрашия. И не было в мире темнее и короче этой тяжелой июньской ночи. может быть, он не был дожив. Он же полтора дня же лежал на полу, на животе, и он упал. Разбил голову, колени. Ему Внимание! Ну она же ушла. Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие. Помните, не забывайте никогда дни минувшие и подвиги бывалых. Столько жизней унесла война и на земле, и в душах, боль и раны. Право открыть митинг, посвященный Дню памяти и скорби, предоставляется председателю районного совета ветеранов Бескудниковского района Казачку Алексею Андреевичу. Уважаемые участники митинга, ранним утром 20 июня 1941 года войска 3 групп немецко-фашистских армий вторглись в пределы Советского Союза. Так гитлеровская Германия без объявления войны, внезапно нарушив договор о ненападении, развязала захватническую войну против Советского Союза. На ее стороне выступили Румыния, Италия, а через несколько дней Венгрия, Словакия и Финляндия. 12 часов 22 июня по поручению Политбюро ЦК и советского правительства по радиозаявлениям о нападении Германии на Советский Союз выступил Народный комиссар иностранных дел Молотов. Для народов Советского Союза началась Великая Отечественная война. Советский германский фронт стал главным и решающим фронтом Второй мировой войны. Общая численность вооруженных сил Германии с середины 1941 года составляла 7,3 миллиона человек. Они включали 208 дивизий,
Для войны против СССР Берлин выставил 182 дивизии, 20 бригад, 4,5 тысячи боевых самолетов, 246 боевых кораблей. Свыше 4 миллионов человек развертывалось в первом эшелоне. Советские вооруженные силы к июню 1941 года насчитывали 5,7 миллиона человек. Но высокий моральный дух наших соотечественников стал главной составляющей Великой Победы. Он стал тем рычагом, с помощью которого нам удалось одолеть такого грозного противника. Народы нашей державы оказались на редкость сплоченными. Фронтовики разных национальностей жили в мире и согласии, били врага, ворвавшегося на нашу землю без приглашения. Всего 9 миллионов советских воинов участвовали в освобождении 11 европейских стран. Несколько слов о наших горьких потерях. В Польше мы потеряли 600 212 человек, в Чехословакии 139 918, в Венгрии 140 тысяч, в Германии 101 тысяча, в Румынии 68, в Австрии 26 тысяч, в Югославии 10, в Норвегии 4 и в Болгарии 977 человек. Всего безвозвратные потери Красной Армии при освобождении Европы составили более 1 миллиона человек. А если взять потери в войне с Германией и Японией, то мы потеряли 11 миллионов 444 военнослужащих. 22 июня 1941 года одна из самых печальных дат в нашей истории – начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Сегодня мы скорбим обо всех павших в то страшное время, обо всех, кто вынес на своих плечах победу, но умер от ран и болезней спустя годы. Именно в день памяти и скорби мы, россияне, осознаем, что когда-то вся страна ополчилась, сплотилась воедино для победы с общим врагом. Вечная память тем, кто отдал жизни за нашу великую победу. Слава тем, кто в кромешном аду отстоял свободу, честь и независимость нашей Родины. Спасибо. Слово предоставляется главе управы Бескудниковского района Канукову Денису Михайловичу. Добрый день, уважаемые жители Бескудниковского района, дорогие ветераны, дети, молодежь. Действительно, наверное, ничего страшнее не может быть, чем весть о начале войны. Наше поколение этого не знает, но сегодня мы пришли сюда с портретами тех людей, которые доблестно воевали в эти дни, которые защитили нашу Родину, землю наших предков, не пустили сюда врага. Зачастую ценою жизни, здоровья. И таким образом мы потеряли лучших из наших сынов. Но они принесли эту жертву для нас с вами, для тех, кто будет жить мирным, спокойным небом. И сегодня наша задача с вами, чтобы вот эту память о них мы несли как можно дольше. Как можно дольше в ваших руках были портреты этих людей. Год из года
чтобы мы вспоминали о их доблестных подвигах. И тогда, наверное, всем нам будет понятно, что наша Родина будет защищена всегда. И никогда мы не пустим сюда никакого захватчика. Но пускай всегда над вашими головами будет только мирное небо. Здоровья вам, радости, любви и счастья. Великой Отечественной войны их очень много, посвящены каждому освобожденному городу, каждой столице тех стран, которые освобождали Красную Армию. Одна из таких знаменитых песен Булата Куджава. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу вырастаем в землю тут. И кружится планета над нашей Родиной дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела, до самых вражеских ворот такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Спасибо. Война – это 1725 разрушенных и сожженных городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень в нашей стране. Война – это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров взорванных железнодорожных путей. Война, ты мачеха злая, малых детей обижала, страхом душу терзая, детство у них отнимала. Война, ты мачеха злая, досыта есть не давала, белого света сживала, радость у нас отнимала. Мы соберем все силы, прогоним злую старуху, чтоб детям она не грозила, голодом, смертью, разлукой. Война – это 20 часов у станка в день, это урожай выросший на соленой от пота земле, это кровавые мозоли на ладони взрослых и детей. Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда, это 125 граммов хлеба в сутки, это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей, это голод, дистрофия и цинга, это умирающие на улице, дома, у станка или в классе люди. Эхо минувшей беды,
что висело над нами. Страшные раздройки следы не забывайте с годами, сколько бы лет ни прошло. Помнить должны поколения, как оголтелое зло ставило мир на колени, как в этой страшной войне горе хлебнули с лихвою. Сколько бы ни минуло лет, вечная память героя. Война. От Бреста до Москвы 1000 километров, от Москвы до Берлина 1600 километров. Итого 2600 километров, если считать по прямой. Кажется мало, правда? Самолетом примерно 4 часа, а вот перебежками и по-пластунски 4 года 1418 дней. Говорят погибшие герои, будто вечные огни горят. Говорят погибшие герои. Слушайте, герои говорят. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Войны погибло на фронтах 27 миллионов наших соотечественников, из 10 миллионов солдаты, остальные дети, женщины и старики. Замучено в концлагерях 18 миллионов человек. Каждый месяц в тылу от голода и холода умирало около 52 тысяч человек. Разрушено 1710 городов. Каждые 5 секунд уносили на фронте одну человеческую жизнь. В каждой советской семье не вернулся кто-то из родных. Школьный выпуск 1941 год. Практически весь погиб на фронтах Великой Отечественной войны. В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. День памяти и скорби, ты голову склони, и всех давно ушедших тихонько помяни. И пусть не повторится такое никогда, а будет жизнь счастливой и мирной навсегда. И этот день единственный запомни навсегда. Ребят, что с выпускного шагнули в никуда. И живы все герои в памяти навек. Какая об этом помнит наш русский человек. Распахните сердца для памяти. Ведь сегодня, пусть незримо, но рядом с нами те, о ком мы храним светлую и нежную память. Кто, как и много лет назад, улыбается нам безмятежной улыбкой юности.
Они радуются нашим победам, они печалятся нашей болью. Но главное, они очень хотят, чтобы мы с вами были счастливы. Ведь в каждом из нас живет частичка их непрожитой души. Спахните сердца для памяти. Пусть каждый из нас почувствует о себе строгие глаза воинов и тружников тыла, которых уже нет рядом с нами. Наверное. Чистоту их сердец ощутит ответственность перед памятью поколения. Склоним голову перед величием их подвига. Объявляется минута молчания. Просим председателя районного совета ветеранов Бескудниковского района Казачка Алексея Андреевича и главу управы Бескудниковского района Канукова Дениса Михайловича возложить цветы к стеле павших героев. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда, а превратились в пень журавлей. Они до сей поры времен терзаний летят и подают голоса. Не потому. По всей стране, от края и до края, нет города такого, нет села, куда бы ни пришла победа в мае, великого 9 числа, как весны побеждают снег и стужу, как жизнь творит погибели назло, как день победы был планете нужен, и это счастье трудное пришло. Пока мы будем помнить об этой войне, мы будем жить. Будет жить наша Родина, Россия. Нет края на свете красивей, нет родины в мире светлей. Россия, 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 что может быть сердцу милей? Кто был тебе равен по силе, терпел поражение любой? Россия, 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 мы в горе и счастье с тобой. Россия, как синюю птицу, тебя бережем мы и чтим. А если нарушат границу, мы грудью тебя защитим. И если бы нас вдруг спросили, а чем дорога вам страна? Да тем, что для нас всех Россия, как мама родная, одна. Уважаемые жители Бескудниковского района, дорогие ветераны, ребята и гости города, искренне благодарим всех вас, пришедших сегодня на митинг в святой для всех нас день памяти и скорби. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, объявляется закрытым. Просим всех участников митинга сделать памятную фотографию у стелы павших героев.
днем вчерашним, неужто клятвой днем вчерашним